Журналист Ардан Зентюрк поделился своими мыслями об оккупированном Китаем Восточном Туркестане геноциде уйгуров, опубликовав видеокомментарий. Си Цзиньпин хочет решить проблему Восточного Туркестана путем полного устранения уйгуров, сказал Зентюрк. Вы знаете, как сильно я забочусь об уйгурском регионе, и я не из тех, кто будет продолжать менять свои взгляды в повседневной политике, сказал Ардан Зентюрк. Народ с турецкой кровью подвергается угнетению и геноциду только потому, что его идентичность турецкая и мусульманская. Я не думаю, что Турция нуждается в Китае с точки зрения торговли, или Турция улучшает свои отношения с Россией и Китаем, а затем уравновешивает свои отношения с США в Сирии. Я думаю, что Китай должен хорошо относиться к уйгурам, если он хочет хорошо жить с Турцией. Если он хочет извлечь выгоду от Турции, то должен уважать уйгуров. В то время как Китай совершает геноцид против уйгурских турок в Восточном Туркестане, он также заставляет этих людей против воли работать на китайские компании. Штаб-квартира Turkish Quarries, расположенная в Стамбуле, реагируя на китайскую ярмарку товаров, призвала ее бойкотировать. Существует высокая вероятность того, что каждый товар из Китая, такой как текстиль и другое, производится в нарушении запрета на использование принудительного труда в нарушении основных прав человека. Принимая это во внимание, Turkish Quarries призвала турецкий народ бойкотировать китайскую ярмарку товаров. Поскольку напряженность в отношениях между Китаем и Западом обостряется день ото дня, некоторые иностранные инвесторы, имеющие совместные предприятия с Китаем, сталкиваются с проблемами безопасности. Согласно сообщению Radio France International 4 сентября 2023 года, банк Goldman Sachs, работающий в Китае, испытывает проблемы с безопасностью из-за совместного бизнеса с китайским суверенным фондом благосостояния. Согласно информации, американский инвестиционный банк Goldman Sachs покупает много компаний в США и Великобритании через совместный венчурный фонд с фондом благосостояния, в котором доминирует Китай. Среди этих компаний есть фирма по кибербезопасности, которая предоставляет услуги правительству Великобритании, и, согласно британской Financial Times, работа компании заключается в расследовании прямых иностранных инвестиций из западных стран в Китай, особенно в страны, получающие инвестиции из Китая, которые сейчас сталкиваются с давлением на коммунистический режим. Кризис, вызванный замедлением жилищного сектора в Китае, углубляется новыми трудностями в погашении долгов ведущими строительными и риэлторскими компаниями страны. После того, как Evergrande, одна из крупнейших компаний Китая и один из крупнейших в мире инвесторов в строительную отрасль, подала заявление о защите от банкротства за рубежом, Country Garden, лидер отрасли по продажам жилья, присоединился к каравану компаний с трудностями в оплате. 18-й саммит стран G20 объединит 20 крупнейших экономик мира. Саммит лидеров пройдет в столице Индии Нью-Дели 9 и 10 сентября. Саммит, на котором не будут присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин, пройдет в тени геополитического соперничества между США и Китаем и сохраняющейся напряженности между Западом и Россией из-за войны в Украине. Споры вызывают утверждение о том, что националистическое правительство Нарендры Моди, находящееся у власти в Индии с 2014 года, готовится изменить название страны на Бхарат. В приглашении на ужин открытия саммита G20, который должен состояться в столице Нью-Дели 9 и 10 сентября, президента Драупади Мурму попросили написать как президента Бхарата вместо президента Индии.